Сельхозпредприятия получили более 400 миллионов из 700 предусмотренных в рамках антисанкционных мер поддержки от региона. Это средства на возмещение уже понесенных аграриями затрат. Об этом рассказала заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми в ходе прямой линии на Юргане. Ольга Бабина ответила на вопросы о ценах на продукты, продовольственной безопасности и различных мерах поддержки. Так, например, по поручению главы Коми субсидия на молоко увеличена на 15%. Также компенсирует республика 40% от стоимости кормов. Средства на эти расходы в бюджете есть. Перебоев с поставками не предвидится. Предусмотрена поддержка для покупки минеральных удобрений по фактическим расходам. На федеральном уровне достигнута договоренность с производителями о продаже определенных для каждого региона объемов по фиксированным ценам. Подать заявку нужно через Минсельхоз. Для личных подсобных хозяйств выгодным сегодня становится вступать в сельхозкооперативы, для которых, например, предусмотрена субсидия 50% на покупку коров. Радуют те производственные процессы, которые мы наблюдаем среди наших крестьянско-фермерских хозяйств. По итогам 2021 года именно они показали существенный прирост в производственной деятельности своей внутренней. Они по всем категориям. По итогам 2021 года удалось привлечь в сферу сельского хозяйства порядка 40 индивидуальных предпринимателей, то есть крестьянско-фермерских хозяйств, которые зарегистрировались и начали осуществлять деятельность в данном конкретном виде экономической деятельности. Радует, что степень вовлечения в кооперацию наших личных подсобных хозяйств, она точно так же растет. И только официально, то есть признанных личных подсобных хозяйств, которые подтвердили юридически право и вхождение в кооперативы, их стало на 40 человек больше. Общая численность охватываемых коопераций на сегодняшний день личных подсобных хозяйств более 500. Предприятия республики уже обеспечивают регион на треть мясом и овощами, на 30% молочкой, на 50% яйцом. В этом году планируется повысить долю региона на рынке продовольствия за счет возрождения картофелеводства. Площадь посадки планируют увеличить с 30 сразу до 200 гектаров, для чего по поручению главы Коми предусмотрены авансирующие субсидии.